Тут много рассказывают насчет, как бы сказать, есть такие много вопросов, каждый выступает и говорит из тех, которых баллотируется Координационный совет, что они сделают это. 2 года назад, например, наша ассоциация голосовала за многих присутствующих. В этом году наша ассоциация не будет голосовать ни за одного человека. Если даже голосовали бы, честно скажу, не люблю вот вилять, голос отдали бы Оле. Отвечу почему. За 2 года я не могу наладить связь с участниками Координационного совета. Даже как вот только выступала Светлана, сказала, что она самый старый работник. Но единственный, с кем у меня связь, это была с Татьяной Боковой и с Георгием. Каждый раз, когда мы отправляем письма, мы не получаем ответ. Извините, а есть представитель Российского культурного центра? Плохо. Это уже несерьезно. Мы вот отправили в мае месяц, отправили письмо. После этого я дважды ходил прямо вот Российскому культурному центру. Нам нужно отдать письма. Охранник выходит, дайте мне на руки, без проблем. Вот 2-й экземпляр, ставьте печать, роспись, дату принятия письма, я буду ждать ответа. С мая месяца нету ответа. Пришлите еще раз. Ну, слушайте, мы же не дети, как-никак. И извините, это к вам тоже относится, Георгий. И, Жак, вот вы как в вашем выступлении говорите, что вы хотите еще раз баллотироваться. В прошлый раз я отдал за вас голос. Чисто вот на слово поверив. В этом году, как я сказал, наша ассоциация не будет голосовать, и голос мы не отдадим. Плюс-минус это будет, не будет, это другой вопрос. Почему? Вы вот в вашем выступлении говорите, нам надо показать нашу дружбу в России и Франции. Да у вас между собой нету дружбы. Между россиянинами нету дружбы. О какой дружбе вы хотите с Францией наладить? Как что? Но надо сначала между собой наладить отношения. Я с тобой согласен. Вот, когда вы говорили, я молчал. Спасибо. И вот как получается... Спасибо, конечно, организаторам, но вот раздор в ассоциации, вот в Координационном совете, когда у вас раздор получился, вы это вынесли наружу и не смогли этот вопрос между собой закрыть. Я не говорю, что кто прав или вы правы, я не говорю, это уже как бы вы сами. Я даже не разбирался, кто прав, кто не прав. Мне просто было обидно, если идет раздор в Координационном совете в голове, кому надо обратиться? Вот вопрос получается. И кто может подсказать, что, как сделать? Отправляем письма, не знаем куда. Звоним, не знаем опять же куда. Ответ мы также не получаем. И вот... Что передали? Прежде чем, Жак, чтобы это сделать, вот как новый кандидат, хотя бы сказали бы, вот наладить эту систему, поставить по списку, по какому вопросу надо обращаться. Я не из-за того, что она вот так красивыми глазками моргнула, поэтому сказал, что отдал бы голос, а потому что она хотя бы подготовила свой план вступления в Координационный совет. А вы уже давно должны были это сделать. И вот что нам, вот простым ассоциациям, ждать от вас, от Координационного совета? Какую помощь? Хотя бы вот так. Подскажите. Если нету. Это то, что будет, это то, что было, я говорю. Мы только вот 2 года, вот 3-й раз я только на форум пришел. То, что вот за 2 года, то, что я увидел, это я и отвечаю. И это наболевшие проблемы. Почему? Потому что в прошлом году, вот, когда мы были в посольстве, форум проходил, там вот половина были конкретно недовольны. Задавали вопросы, ответ не получали. Вот прямо задавали те же самые вопросы. Тогда я промолчал, потому что уже эти вопросы задаются. Но сегодня я задаю этот вопрос точно так же. Откуда ждать ответа или какую-то помощь? Смысл объединяться или в чем объединяться? И когда вы вот говорите, вот надо вот русскую культуру держать. Но извините, если вот так будете конкретно говорить не российскую культуру, а русскую культуру, так получается, мы уже как бы маленькие народы, мы будем отстраняться от вас.
Это уже это было у каждого из вас, у каждого выступающего, который баллотировался. Это ваша большая ошибка. Подождите, пожалуйста. Но я не сказал вам про Украину. Я говорю, что каждый ответил русская культура, а не российская культура. Если у нас государство российское, то надо говорить российское. Или я не прав в этом? Но я сказал, что каждый. И я это слышал. Я именно подчеркивал это для себя, отмечал. Вот. Я это правильно сказал, потому что я это вижу. И потом, когда говорим, что мы должны, я не знаю, что мы должны. И зачем смысл приходить на эти мероприятия, когда мы приходим, мы-то ждем что-то тоже от вас. И голосовали тоже, ожидая какую-то помощь, поддержку. Вот. Можно я скажу? И хотел бы обратиться к представителям христианской веры, вот как говорили, чтобы вы правильно поняли, самый исторический древний храм, христианский исторический храм, он находится в Республике Ингушетия, если вы не знали. Так что мы его ценим, бережем, потому что предки у нас тоже были христианы. Вот.